что вчора во Львове забіты был Андрей Парубій. Я его вельмі добра ведаў. Гэта працягваецца России знішэнне Майдана, бо вы все ведаеце афіцыйную біяграфію. Але шмат рэчаў звязана у него з Беларусью, з нашай супрацай. Потому что такого цяжкія часы для Украины, калі был Янукович, Парубій нават парушал регламент Верховной Рады Украины для того, чтобы обвестить о створении межфракционной депутатской группы за незалежную и демократичную Беларусь. Вот слово «незалежность», она вылетая. И такие моцные московские структуры в постсоветских краинах, что только порушающий регламент можно было обвестить о створении такой группы, хотя депутаты подписались. И пасля, не глядячи на все обещанки, такую группу не удалось створить ни разу в Верховной Раде до апошнего часу, когда напередодні 2020 года Гончаренко створяет уже группу за демократичную Беларусь. Вельмі светлый человек, и он удзельнічал в акциях Руху Солидарности разом и в Киеве, и во Львове, откуль родом. И это сапраўды вельмі страшный вот этот ланцуг забойстваў, который тягнется еще с 20-го стагоддзя. И на наших вачах практично Сашко Белый, Ирина Фарион и зараз Андрей Парубій. И 30 жніўня абсолютно неупадковая дата. Потому что для всех белорусов это еще жахливая дата аж по нескольких линиях. Ну, по-перше, есть пачвара Лукашенко, який блытаецца в своих показаниях, калі эта пачвара народилась. Ці 30-го, ці 31-го. И іншае, потому что той бардак, который вы зараз бачите в свете, якраз пачынаўся з диктатуры Александра Лукашенко. И с репрессий супраць белорусского народа, вы же памятаете, что еще в 20-м стагоддзе по официальной версии зникли, а насамрэч были забитые лидеры оппозиции по напростому загаду Александра Лукашенко. И вот и забойства, которые идут массово, так, зараз в свете, и політичные теракты, как забили во Львове вчора, выдатнейшего дзяйша украинской державы, так и сотни тысяч людей, которых забивают войнами, так само мает свой генезис в падзеях Беларуси еще 20-го стагоддзя, бо гэтая пачвара Лукашенко не только не осудженные, и он до этого часу мает владу, и эта банда кирует над нашим народом. Тому день ушанування памяти зниклых для міжнародной, які 30 жніўня, для Беларуси, гэта, на жаль, и тое, что было на наших вачах, и тое, что яшчэ на вялікі жаль вымушаны будет пережить белорусский народ. И гэта все вельмі жахліва, асабліва улічваючы, что уже завтра будзе чарговая страшная дата. 86 годов, як пачалася другая сусветная война. И зараз Европа перед военным становішча. И зноўку атрымліваецца так, что Беларусь, белорусский народ, яны будут найбольшими потерпелыми, калі развяжут тую войну, про якую давным-давно уже все кажут, и вероятность такой вельмі великой. И самое апошняе. Белорусам все-таки треба выходить с того кута, куда их загнала ГБшная банда. Заважьте всю нашу историю. Белорусский народ робили виноваты. Нават я еще заспел те анкеты, где треба было заполнять, что вы робили на оккупованной территории. Это народ, який поклал миллионы людей, каб не было этого жахливого нацизма. Все ровно виноватые. Белорусам теперь, калі все жорстко, калі всюду хлусня, калі здаецца, что гыбня зараз вылазит с кожного кута. Вот я почитал вчора, там новые СМИ, рэчы на диаспоре, так? У меня так адчуванне, что гэтая жанчына Ольга Карпышонок, так это я некий уже пьяный гибис просто, это надиктовал этот текст. Про Котова так само страшно.
ГБшная семья, якая из России приехала, так, абсолютно другорадный там чиновник, сдает там ключи лукашенковской влади и переезжает в Варшаву, где у него все хорошо. Спадарство, 20-е стагоддзя мусила кожному белорусу довести, что гебня – это не люди. Это миллионы забитых белорусов. Это десятки миллионов забитых людей по всему свету. А мы вот бачите, в какой ситуации. Тому, не глядячи на все, что мы сегодня, на великий жаль, бачим, не глядячи на все тыя трагедии и магчымыя катастрофы, адзінае выйсце для белорусов – это самим быть людьми и самим любить Беларусь. И перестать жить по всех этих хлустливых ГБшных нарративов, которые раскидали за апошние 5 годов. Уже так шмат, что, здаецца, людям отсюда не вырваться. Треба вырываться. Бо Беларусь в такой ситуации, в якой она ніколи не была в своей истории. А историю Беларуси я вельми добра ведаю. Тому, люди, сподівайтеся сами на себя, робите только людское. Бо треба ратаваць Беларусь. Бо Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь!